Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Вот и настал удивительный, прекрасный месяц Рабиуль Ауаль, месяц рождения пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Почему же этот месяц является для многих мусульман праздником? Потому что в этот месяц Аллах Та'аля ниспослал милостью для миров самого посланника, пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Он в этот мир пришел для того, чтобы нас, людей, научить быть людьми, научить правильному пути. И следуя его пути, его примеру, мы становимся счастливыми как в этом мире, так и в следующем. Об этом Аллах Та'аля в Коране и говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ва ма арсальнака илля рахматан лил аламин». Поистине мы тебя не спаслали для великой миссии, для выполнения великой миссии под названием милость. Милость, рахмат, для миров. Не только для соседей, близких, окружающих, а до конца света, до судного дня пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, является милостью для миров. Как же он это проявляет? Как раз своим примером. Его пример, его советы, его наставления, его поступки и его уроки, которым он обучал своих учеников, а также последователей, которые дошли до нашего дня, они все являются уникальным примером счастливой, благодатной, благостной жизни, которая позволит человеку быть как и в миру, процветать, радоваться этому миру, так и в вечном мире также радоваться и получать воздаяние за те благие деяния, которые он совершил в этом мире. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, был уникальным человеком. Это тот человек, который даже не только для своих близких, друзей, а даже для своих врагов, он являлся таким примером благостной жизни. Например, один из таких явных примеров, те, которые были против него по идеологии, эти же люди приходили и отдавали в доверенность какие-то ценные предметы. Представьте, в то время не было банковских ячеек, не было сейфов, и люди не знали, кому довериться. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, был тем уникальным человеком, которому приносили эти же люди, которые с ним враждовали, приносили свои ценности. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он подтверждал свое звание. Аминь. Достоверный, доверенный. Человек, который держит свое слово. Если он дал, он выполняет. И от него не было зла для окружающих его людей. Даже когда он переселялся из Мекки в Медину, у него оставались предметы, которые ему оставили в доверенное хранение. И он мог просто переселиться или забрать с собой эти предметы, но он был Мухаммад Амин, верный, доверенный, праведный раб Всевышнего Аллаха Та'аля, посланник Всевышнего Аллаха Та'аля. Он оставил после себя Али, ради Аллаху анху, чтобы он после ухода пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, эти ценные предметы, украшения, документы и все то, что ценное ему приносили, он раздал их адреса, их хозяевам, чтобы эти все ценности попали обратно к своим хозяевам. И таких моментов в жизни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, огромное количество. Его жизнь для нас является ценнейшим примером, уникальным примером. И если мы будем следовать этому примеру, то обретем счастье в обоих мирах, иншаллах. Пусть Аллах удостоит каждого из нас в этом мире, особенно вот в этот благостный месяц, месяц Рабиуль Ауаль, месяц рождения пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, как можно больше знакомиться с советами, примерами и наставлениями пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, чтобы мы как можно чаще произносили салаваты, молитвы и наши
вспоминали мы в своих молитвах, упоминали пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и таким образом наши молитвы становились еще более ценными перед Творцом, иншаллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.